Я продолжаю писать карту дня на 18 сентября. На понедельник мы смотрим с вами следующие 6 знаков зодиака. Весы, скорпионы, стрельцы, козероги, водолеи и рыбки будут в этом видео. Если вашего знака нет среди названных, тогда вам нужна первая часть. Ссылка есть под этим видео внизу. Нажимайте, переходите и можете смотреть свой знак. А я смотрю дальше, что будет у весов. Понедельник, 18 сентября. Покажите мне события. Череп, болезнь, ухудшение самочувствия может быть. Тайная встреча. Интимная связь, кровать. Кровать еще может быть не только интимная связь. А, допустим, если плохое самочувствие, то вы целый день можете проваляться в кровати, на диване. Хорошее настроение. Ну, тут два варианта. Тут либо солнце, либо якорь. Можно еще якорь соединить. Но я увидела солнце, оставляю его. Скользкое дело, рыба. Бокал нельзя. Победа. Угу. Здесь не, значит, смотрите. В этот день может быть ухудшение самочувствия, какие-то проблемы со здоровьем, или, может быть, вы будете заниматься здоровьем, да, то есть запланировали поход к врачу. Дальше тайная встреча может быть, интимная связь, какое-то хитрое скользкое дело, то есть это когда вам делают заманчивое предложение, но таким образом заманивают вас, да, в свою ловушку, поэтому будьте осторожны. И также из хорошего еще будет хорошее настроение и победа в работе, в делах. То есть у вас два предупреждения: следить за здоровьем и попытаться не попасть на удочку каких-то мошенников. Благодарю за внимание. Весы, перехожу я к скорпионам. Скорпиончики. Смотрим 18 сентября. События дня для скорпионов. Конфликт, первое событие. В понедельник, да, 2 меча. Скандал с кем-то может быть. Пустые разговоры. Ну, видите, то есть скандал ничем не закончится. Пустая трата времени. Все равно в итоге каждый останется при своем мнении. Поэтому не стоит даже начинать ругаться. Ножницы, решения вопроса. Общение с друзьями. Деньги.
И змея. Общение со змеей. Опять же, может быть конфликт с ней. Или с ним. Да, то есть кто-то что-то скажет ядовитое, а вы не смолчите, ответите. Угу. И ссора. Да, очень может быть. Да, то есть ссора со змеей, но ссора перерастет в конфликт. Из пустого разговора. Еще есть рыба. Кстати, у многих выпала в этот день рыба. День, когда мошенники будут очень активны. Угу. Так, а здесь нет. Значит, смотрите, что я нашла. Предупреждение сразу же, да, то есть здесь много, в принципе, предупреждений для вас. Общение со змеей, да, то есть будьте готовы к тому, что кто-то может брызгать ядом, да. Дальше ссора может перерасти в конфликт. Вас могут заманить в какие-то сети, в ловушку, да, поэтому будьте осторожны. Включайте свой рентген. Это из минуса. Из плюса. Общение с друзьями, болтовня, решение вопроса и деньги. Ну, тут опять же могут быть как поступления, так и расходы, так и траты. Поэтому тут сложно сказать, как проиграется. Ну, еще какие-то вот вопросы будут связаны с финансами в этот день. Вот такая информация для вас. То есть для вас самое главное предупреждение – это избежать конфликта и избежать рыбы. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к стрельцам. Стрельцы. 18 сентября. События дня для Стрельца. Понедельник. Что будет в понедельник? Замок. Тайна. Откроется какая-то тайна. Может быть временная разлука, расставание. Чемодан с кем-то. События в доме. Праздник. Свидание. Приятная встреча. Прибыль. Успех. Приглашение. Возможно, вас пригласят на событие. Горизонталь, вертикали я не нашла. Получается, в этот день откроются тайны. Будет с кем-то временное расставание. Или встреча, может быть, после долгого расставания, если вы, допустим, сейчас находитесь на расстоянии. События, мероприятия, праздник, финансовые поступления, приглашения, свидание, приятная встреча и успех в работе, в делах. Так что у вас замечательный день. Благодарю за внимание, стрельцы. Перехожу к козерогам. Смотрим козерожки. 18 сентября, понедельник. События дня.
Луна, первое событие. Луна показывает событие, которое повторяется с вами каждый месяц. И вот оно может быть 18 сентября. А дальше будильник — это всегда день, распланированный по часам. И да, то есть мы где-то можем что-то неправильно рассчитать и опоздать. Хорошие новости. Лебедь — это верность. Иногда лебедь показывает события в паре. Гости. Да, вот как раз подтверждение. Корону нельзя. Корабль — ожидания. Ожидания гостей. Слезы. Слезы радости могут быть. Приятная встреча. Свидание. Солнышко, радость. Да, слезы радости от приятной встречи. И также много новостей еще может быть. Значит, смотрите, что получается. В этот день у вас очень хороший день. Показывает, что все хорошо будет в паре в этот день. Верность, любовь. Может быть знакомство, если у вас пары нет. Дальше будут хорошие новости, события, которые повторяются каждый месяц. Ожидание гостей или, допустим, поход в гости на определенное время. Дальше ожидание, да, то есть, ожидание этого события, я так понимаю, или ожидание гостей, или ожидание события похода. Приятная встреча, радость, да, то есть слезы радости и много новостей. Вот такой день, козерожки. То есть у вас будет какая-то классная встреча, на которой будет много людей, скорее всего. И вы будете делиться новостями. Благодарю за внимание и перехожу к водолеям. Сейчас посмотрим, что у вас. Водолейчики, 18 сентября. События дня для водолеев. Домик выпадает сразу же. Это событие, праздник, мероприятие в доме, в семье, в родне в этот день. Любовь. Два сердца. Якорь. Где-то проведете несколько часов в одном месте. Да, видите, тут событий особо не происходит. То есть вторая половина дня, она какая-то такая неактивная, малособытийная. Хорошие новости. Будильник нельзя. Да, здесь нет. И еще новости. Две новости. Одна хорошая, вторая может прийти через сеть, да, то есть это смс-ка, это письмо на почту. Подарок. Подарочек.
Ну, здесь нет. Получается, в этот день у вас будет какое-то событие, праздник, подарки, гармоничные отношения в паре, хорошие новости, новости в электронном виде. И по якорю вы где-то проведете несколько часов в одном месте, возможно, это на вот этом событии. Так что вот такой вот день. Ничего плохого, слава богу, не выпало. Благодарю за внимание, Водолей, и перехожу я к рыбкам. Смотрим, остались у нас рыбки. 18 сентября, понедельник, события дня. Бабочка, деловой разговор у вас может быть в понедельник. Победа. Возможно, этот разговор принесет какой-то хороший результат. Якорь. Ну, как вариант, это может быть точка в каком-то вопросе, да, когда можно что-то закончить, доделать. Либо второй вариант якоря – это зависание где-то надолго. Исполнение желания, цветок. Тайная встреча. Ну, здесь не вижу. Получается 5 событий. Первое событие по якорю. Где-то вы проведете несколько часов как минимум на одном месте, не перемещаясь. Да, то есть это заякоритесь. Дальше может быть деловой разговор, победа в работе, в делах, исполнение желания, да, то есть тоже хорошо. И может быть еще какое-то тайная встреча, тайное свидание в этот день. Ну, вот такая информация для вас, рыбки, на понедельник. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.